Пожарные машины появились на месте аварии самолета буквально за считанные минуты. Огонь тушили и водой, и пеной. Сразу после тушения волонтеры из числа сотрудников наземных служб начали эвакуацию пассажиров и подготовку к приезду карет скорой помощи. По итогам оценки нашей тренировки можно сказать о том, что аварийно-спасательные формирования филиала и взаимодействие между службами МЧС и медицинскими учреждениями, задействованными в данных учениях, отработаны в полном объеме. Оценка 5, сработали все четко, слаженно. Все условно пострадавшие были поделены на группы с травмами различной степени тяжести, и прибывшим врачам было необходимо в кратчайшие сроки определить характер и порядок оказания первой медицинской помощи. Тяжело пострадавших эвакуировали на вертолете санавиации, остальных силами машин скорой помощи. Эвакуировали в кратчайшие сроки. Все произошло максимально мягко, быстро, деликатно. Большое спасибо всем сотрудникам скорой помощи, которые оказали вовремя лечение. Раз за разом, отрабатывая взаимодействие разных служб, выявляются нестыковки и улучшается содействие служб друг другу. Идея родилась очень просто. Дело в том, что мы, как входные ворота Якутии, у нас здесь основные транспортные узлы – это железная дорога, аэропорт и автомобильная трасса. И наши службы должны уметь взаимодействовать и оказывать помощь при большом количестве пострадавших. Несмотря на сложность мероприятия, участники получили самую высокую оценку. Подобные тренировки будут проводиться и в будущем, ведь полученный опыт в дальнейшем понадобится при спасении пострадавших в реальных условиях. Ирина Жданова, Иван Лазаренко, Захар Головин, Нерюнгри.